Якутия стала самым активным региональным кинопроизводителем по итогам прошлого года. За этот период было выпущено 6 картин, 4 из которых попали в топ-20 по числу посещений. Наш корреспондент Андрей Мухоплев подготовил подробную информацию о том, какие успехи были у якутских картин в прошлом году и какие планы у наших киноделов в ближайшем будущем. Якутия стала регионом-лидером по количеству выпущенных фильмов за 2018 год. В прошлом году было выпущено 6 картин, которые заработали 19,5 миллионов рублей. Рейтинг составлен по итогам 2018 года изданием CinemaScope. А в этом году в республике выйдет в прокат целых 10 лент. С начала года в прокат вышло 4 картины. Комедия «Агент Мамба», драматическая комедия «Надо мною солнце не садится», ужастик «Клюк Хамус» и семейная сказка «Бэйби Рикен». Суммарные сборы этих картин уже превысили 40 миллионов рублей. Якутский кинематограф стал снимать не только больше, но и расширили жанровый диапазон. Которые старше, и они идут в кино неохотнее и медленнее. Да? Поэтому фильм, допустим, «Надо мной солнце не садится» шел в прокате почти 3 месяца. И до сих пор собирает полные залы в некоторых кинотеатрах. Вот, потому что взрослое население, оно более медленнее идет. А на комедию, конечно, молодежь, у нас основной зритель все-таки в кинотеатрах это молодежь. И молодежь с удовольствием просто идет на комедийный жанр и такой, который им интересен. Ужасы, любовь, романтика, вот что-то из этой области. Первую строчку хит-парада самых кассовых картин Якутии стала комедия «Агент Мамба». Фильм заработал свыше 15 миллионов рублей. Она стала самой кассовой картиной в истории якутского кино. Мы хотим снять «Агент Мамба» как копродукции с другими регионами, например, вот с бурятами. И если получится, то уже хотим выйти на большой рынок. В «Агенте Мамба», да, работала молодая команда. Самому старшему, например, было 32 года. Это получается уже и задумки по-новому, и технические условия, все, кадры разные, все по-новому. У нас есть зритель. Если зрителя нет, кому снимать-то? Значит, зритель хочет, он требует, поэтому вот ради зрителей я работаю. Вторая картина по сборам для якутских зрителей стала драматическая комедия Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится». У этой картины очень богатая фестивальная история, множество гран-при и призов зрительских симпатий на международных киноконкурсах. Он до сих пор идет в прокате по Якутии. Интересный факт заметили билетеры. Молодое поколение приходило на этот фильм вместе с бабушками и дедушками, а после выходили со слезинкой на щеке. Фильм собрал свыше 10 миллионов рублей. Таким образом, по объемам производства кино Якутия является абсолютным лидером среди субъектов Российской Федерации после Москвы и Санкт-Петербурга. В среднем на производство одной картины уходит до 3 миллионов рублей. Мы сейчас, допустим, никак не можем снять «Властелин колец», хоть сколько долларов тайме. Ну, серьезно. Это же надо идти, это же годами же все пришло. Надо же расширять рынки. Все же говорят там, не надо все измерять в единицах. Все-таки это же искусство. Потому что если будем измерять единицы, тогда мы вообще фильмы не должны снимать. Потому что у нас 500 тысяч, если мы будем снимать на якутский язык, 500 тысяч человек. Значит, какой? Там бюджет только должен быть не превышать 1 000 000 рублей. Это уже большой риск. Но мы же должны все равно выражать свои мысли, что мы, как мы. И это называется искусство. Для дальнейшего развития якутского кино глава республики Айсен Николаев ежегодно намерен выделять денежные средства в размере 80 миллионов рублей. Это послужит огромным скачком для имиджевой политики республики.